Эти предметы, хранящиеся в музее Алданского политехникума, безмолвно свидетельствуют о человеческих судьбах, неразрывно связанных с историей огромной страны. Все находки были сделаны студентами политехникума под Сталинградом на местах боев Великой Отечественной войны в ходе поисково-разведывательной экспедиции. Лагерь стоял в чистом поле, то есть были на самообеспечении. То есть сами готовили себе, сами заботились о продуктах, о воде и прочем. Члены студенческого отряда «Отважные» являются постоянными участниками поисковых экспедиций в рамках всероссийской акции «Вахта памяти». Поднятые в ходе поисков предметы поистине бесценны, поскольку приоткрывают современникам завесу минувших лет. Ребята приезжают совершенно другими людьми, совершенно по-другому представляя и оценивая те исторические факты и события, которые были в нашем государстве. И, конечно, это тот момент, когда на этих ребят хотят похожими быть другие учащиеся. Наиболее сильные впечатления участники экспедиции испытывают при обнаружении останков бойцов. 8 десятков лет назад на территориях, объятых сегодня тишиной, шли ожесточенные бои, и последний приют многие солдаты находили на линии фронта. Случалось так, что взрывная воронка становилась одной могилой для нескольких человек. Ты поднимаешь бойца, это притрагиваешься к истории, так сказать, изучаешь эту историю. Потому что копать и поднимать это очень тяжело. Но самое тяжелое – это очищать, делать археологический стол, чтобы было видно, как лежит, сколько лежат. И потом поднимать уже на баннер, раскладывать и делать протокол. Подняли нашим небольшим отрядом 19 бойцов. То есть, сначала долго ходили, искали, то есть и по степям, и по балкам, то есть по нашему овраге. То есть поднимали только металл, натыкались на различные материалы. Героический подвиг советского народа невозможно измерить и оценить. Отвага и самоотверженность поколения победителей – достойный пример для юных поколений. При поддержке Республиканской ассоциации оказания помощи ветеранам и при содействии алданского казачества «Отважные» участвовали уже в 6 поисковых экспедициях. Последний выезд состоялся осенью 2024-го. Бойцы работали на территории деревни Холмец Ленинского района Тверской области. 4 дня поисковых работ у нас было очень насыщенно. Мы выезжали и на разведку, и на подъем бойцов в районе деревни Холмец с нашими ребятами. Но также в процессе экспедиции, скажем так, после раскопов мы оказывали посильную помощь местному населению деревни по заготовке дров на зиму, ну и по другим хозяйственным нуждам. Последняя экспедиция стала поисково-разведывательной. 14 участников были разделены на 2 группы. Первая проводила обследование территорий, где шли бои, с целью определения наиболее перспективных мест для раскопов. Вторая группа, в которую вошел алданский отряд, занималась непосредственно поисковой работой. С каждой поднятой частью, снарядом каким-нибудь начинают в голове картинки мелькать. Ну, как это все было в те годы, как, что, куда. В алданский отряд вошли 4 студентов. На постой бойцы расположились в добротной избе при штабе музея межрегионального мемориального проекта «Ржевский выступ». Условия работы на пороге ноября были довольно суровыми. Первые заморозки и снегопады сменялись проливными дождями. Впрочем, капризы природы ребят не испугали. Как бы это нам все равно в любом случае не помешало в работе, и мы были готовы были идти до конца. Штаб музея, мы в основном видели раскопанные объекты, которые там находились. Разные пули, так скажем, разные инструменты, а также находились письма, которые были найдены в земле. И также еще были оружия, которые тоже были раскопаны. В ходе раскопов члены экспедиции подняли останки 4 солдат, бойцов стрелковых дивизий, погибших в 1943 году. Один из военнослужащих был опознан практически сразу по медальону, обнаруженному рядом. В результате раскопок поднято 4 бойцов. Одного из них удалось определить. Им был боец
Советской Красной Армии Филатов Сергей Васильевич из Рязанской области. Также в результате процесса поиска удалось найти его праправнучку. И было сообщено, что найдены останки ее прапрадеда, и она выразила желание приехать в декабре месяце и забрать останки своего предка домой, скажем так. Вот. Как она пояснила нам, что у них было только извещение, что прапрадед пропал без вести именно вот в этом районе. Выезды в поисковые экспедиции становятся богатыми на события. Бойцы посещают местные музеи и мемориалы, знакомятся с местами, связанными с событиями и героями войны. Возвращаясь домой, мы посетили деревню Сазоново. В этой деревне находился штаб наших войск и передовые укрепления. И так как немецко-фашистские войска несколько раз не смогли взять эту деревню, по приказу Геринга, Люфтваффе эту деревню вместе с солдатами и местными жителями стерла с лица земли. Вот мы с ребятами посетили, на сегодняшний день там стоит только памятная дощечка, что когда-то существовала деревня Сазоново. По завершении вахты ребята отправляются в Москву. Важной частью пребывания в столице становится посещение санатория Бесчагда, в котором проходят реабилитацию участники специальной военной операции. В ноябре в числе отдыхающих военнослужащих оказались 2 жителей Алданского района. Был большой плакат, на нем написано «Барс», и много-много подписей, кто бывал в этом санатории. Читали, смотрели, и было очень атмосферно. Бойцы обрадовались. Ожидается, что следующий выезд в поисковую экспедицию «Вахта памяти» состоится в мае. А пока ребята готовятся к масштабному событию, которое состоится на базе Алданского политехникума. Накануне самого мужественного праздника Дня защитника Отечества стартуют зимние сборы военно-патриотических отрядов юнармии к защите Родины готов. И сейчас у бойцов и их командиров масса задач, касающихся приема и размещения гостей. Будем делать реконструкцию и инвентарь, комнаты собирать, обустраивать, кровати, места. Слет, который пройдет уже в 4-й раз, в 2025-м станет межрегиональным. К юным бойцам из Алданского и Нерюнгринского районов, поселка Хандыга и города Якутска присоединятся юнармейские отряды из Благовещенска, Хабаровска и Владивостока. Предполагается, что на сборы приедут порядка 150 человек. Ребята, принимавшие участие в зимних учениях ранее, знают точно – эти дни вновь станут незабываемыми. Каждый год проходят эти слеты. То есть я уже 3-й раз буду принимать в них участие. То есть каждый год узнается что-то новое, новые ребята, новые знания, уроки какие-нибудь. Теоретические курсы, тактические задачи, силовая подготовка. Бойцов ожидает масса самых разных испытаний, требующих как ловкости и сноровки, так и эрудиции, находчивости и обширных знаний. Программа учений также включит соревнования, игры и культурный досуг. На сборах все происходит по-настоящему, как в армии, и послаблений не предусмотрено. Основной и главной целью таких сборов является формирование и развитие юноармейского движения на территории нашей России, воспитание патриотического отношения нашей молодежи, ведение здорового образа жизни, и приобретение понятий о нашей воинской службе. В этом году слет будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и к 95-летию Политехникума. Сборы стартуют 21 февраля. Они запланированы на 3 дня. По мнению и бойцов, и командиров, учения ценны прежде всего общением. Традиции армейского товарищества нерушимы. По завершении слета ребята продолжают дружить. При этом на сборах каждый участник имеет возможность повысить свой уровень подготовки. Если честно, я приезжаю сюда уже не 1-й год, и всегда мне очень радует, когда именно объединяют их с разных отрядов
Они потом приезжают, столько эмоций, столько дружбы, столько завязываются общения. Они потом годами переписываются, и потом на следующий год они хотят сюда приехать. Наряду с освоением навыков, которые пригодятся в армейской службе, в юнармии один из акцентов ставится на укрепление здоровья и повышение физических показателей. Не менее важно интеллектуальное развитие. Ребята овладевают знаниями из самых разных областей, в том числе по истории и культуре России. Лично я считаю, что 3 дня это вполне может хватить для некоторых людей, но некоторым достаточно будет увеличить промежуток времени, чтобы насладиться некоторыми моментами. Весьма значимы сборы и для командиров. В ходе зимних учений наставники и педагоги делятся опытом по разным направлениям, а также черпают новые идеи, которые в перспективе будут использовать в работе с молодежью. Юнармейцам очень интересно. В любом случае, любая игра связана с военной, с тактикой, с оружием. Это для юнармейцев это очень интересно, очень поучительно. Неотъемлемой составляющей слетов юнармейских отрядов являются полевые учения. Ключевым событием сборов 2025-го станет военно-историческая реконструкция битвы на озере Ильмень. Воссоздание реалий 1943 года будет посвящено памяти якутян, участвовавших в боях на территории Новгородской области. Детально ознакомиться с процессом организации и проведения таких мероприятий получат возможность советники директоров общеобразовательных и среднеспециальных учебных заведений республики. Параллельно с учебно-тренировочными сборами юнармейцев будет проходить форум советников. У нас объявлен Год защитника Отечества. Февраль объявлен месяцем патриотическим. Мы решили объединить 2 таких крупных мероприятия, так как слет юноармейцев, то есть зимние сборы, ну и, конечно же, и форум советников, то есть чтобы это было массово и можно было посмотреть советникам не только свои какие-то мероприятия, но и мероприятия, которые пройдут в рамках зимних сборов. Стоит отметить, что опыт участия в исторических реконструкциях у алданских юнармейцев имеется. Члены студенческого отряда политехникума неоднократно принимали участие в подобного рода событиях, как районного, так и республиканского уровней. Также в рамках зимних сборов юные защитники Родины вновь присоединятся к значимым благотворительным проектам и социальным акциям.